сегодня в гостях у Ромы, и многократный чемпион по муай-таю, и международного класса, он вообще везде выступает. И сегодня покажем рум-тур, как он проводит свое время, как он готовится к тренировкам. Погнали, ребята! И вот величие в простоте. Вот как обычный парень добивается успехов, как он делает, как он тренируется. Да? Сейчас он покажет несколько моментов из своей жизни. И все, погнали? Да, покажешь да. свою комнату, как он готовится. Вот моя комната, здесь я отдыхаю. Здесь ты спишь, отдыхаешь да, и здесь, готовишься. да. К учебе, походу, ты здесь готовишься, Да. да? То есть у тебя не просто целый день тренировки, ты еще и хорошо учишься, да? Да. Молодец. И ты сейчас пришел со школы. Да. И вот вкратце твоя программа, допустим, ты с утра во сколько встаешь, во сколько в школу, потом обратно возвращаешься, и время тренировок. Во сколько надо тебе? Так, встаю я в 6:30 утра. Тут неподалеку моя школа, поэтому школа начинается у меня в 7:30 утра и до 12:30. То есть с утра до обеда у тебя школа, все, приходишь домой и сразу обед, тренировка или как? После школы я прихожу, обедаю, потом делаю уроки, чуть посплю и пошел на тренировку. То есть отдых тоже очень важно, да? Вот, ребята, обязательно надо, потому что парень молодой, организм молодой, и он должен высыпаться, отдыхать, и это тоже очень важно. Из дома до зала сколько времени? 50-40 минут. И каждый день вот так ты тратишь, да? Сколько? 40 минут своего времени. Какие у тебя победы, какие достижения, и сколько раз ты выступал, на каких видах? Чемпионат республики по тайскому боксу 2 раза первых. Жемчужина, тайский бокс 1 место. Прошлая жемчужина тоже 1 место. На жемчужине, когда дрался по кикбоксингу, тоже 1 место. Соберем твою экипировку, которую ты вот постоянно носишь в зал, и каждого детально покажешь нам, что для чего используется. Да. Футы для того, чтобы не травмировать ноги, они нужны для спаррингов. То есть ты сразу начал с ног. Да. У муай-тайца ноги это основное оружие, да? Да. Как я понимаю. И футы у тебя вообще классные, от бренда Venom, качество высшее там. И дальше идут? Дальше идут у нас перчатки. Перчатки для того, чтобы удар, когда спарринговался, был не сильным, чтобы не травмироваться и не травмировать руки. Вот. Для этого нужны перчатки. Тоже вот заметьте, самая большая, как сказать, разница в том, что многие думают, экипировка это для того, чтобы как для красоты или где-то как-то попонтоваться. Нет, самое главное это безопасность. Безопасность твоего соперника и безопасность самого себя. То есть ты и на тайском, и муай-тай, и там выступаешь, да? По своей весовой категории, своя возрастная. Когда ты выступал, когда ты добивался успехов или во время тренировок, были ли у тебя травмы? Нет, на тренировках травм не было. То есть травмы в основном вы получаете на соревнованиях, да? Когда ты получал травму, это же замедляет, да, действие, это больно. И чтобы не было таких моментов, что ты используешь, допустим, научился ли ты к чему-то новому, чтобы не получать травму? Надо, наверное, правильно бить, во-первых. Экипировка, чтобы была хорошая, новая. И все, наверное. Дальше у нас идут налокотники. Налокотники для того, чтобы когда бьешь локтем, не сделать сечку то есть сопернику. его ты вот сюда одеваешь на локоть, и у вас тоже удары есть там. Локтями. Какие у тебя спортивные мечты? Допустим, о чем ты мечтаешь? И твои цели в жизни, да? Или в целом в спорте? Драться по профессионалам, заработать деньги и хорошо жить всю жизнь. Что такое хорошо жить? Там ничего не нуждаться, там. Купи все, что хочешь. Например, что ты купишь? Не знаю, там дом большой, машину хорошую. И... Дальше у нас идут бинты. Бинты для того, чтобы не травмировать кисть и не травмировать пальцы. И, наконец-то, самое главное, это башка. Это шлем. Шлем, чтобы не пропускать много ударов и смягчать удар. Все. Шлем я крепляю за вот эту. Следующий атрибут, как я понял, это... Скакалка для того, чтобы на ней попрыгать 20 минут или полчаса для разминки. Разогрева, да. Для разминки. Изначально ты начинаешь в них, потом кросс, да? Да. А ты мечтаешь, чтобы у тебя все было, все условия для тренировок, чтобы добиваться больше успехов.
Да. Сколько лет ты уже занимаешься именно вот, по муай-таю или в целом спортом, сколько лет ты занимаешься? В целом спортом я занимаюсь 10 лет где-то. Ага, Нет, около. 9 лет занимаюсь в общем. Вот тебе 15, 14, да? И 9 лет занимаешься, с 4, да, где-то с начал? 5-4 лет. Тогда первый вид спорта, с чего ты начал? С тэквондо ВТФ. Тайквондо, тайквондошник. То есть в садике ты еще начал заниматься. А там были какие-то достижения или, допустим... Да, были. Кыргызстан Open, Республика Кыргызстан 2 раза. Международный турнир был в Кыргызстане. То есть ты Азия. начал там и сразу же там выступал. Все, вообще отлично. А по муай-таю и по кикбоксингу ты когда начал вот заниматься? Во сколько лет? Заниматься я начал в 2020 году, именно тайским боксом. То есть 4 года уже Да, занимаешься? 4 года. Да, понятно. И сейчас, в данный момент, у тебя профессиональный уровень, да? Ну что, Ромыч, давай тогда экипировку мы закончили, теперь одежда, да? Да. И посмотрим, должна ли быть там какая-то специальная униформа или можно тренироваться вот в обычных футболках. Покажешь? Так, у меня, в чем я тренируюсь, это майка Специальные рашгарды, как бы, да, и для муай-тая. для тайского бокса. Потом у меня идут шорты. Тоже покажешь? Шорты. Тоже специальные, специальные. да? Когда выступал в международном, походу, там ты получил, Да. потому что настолько красивым его не продают. Такие только выручают, и именно международникам. Дальше у нас... Дальше у меня идут голеностопы. Голеностопы, чтобы не травмировать ногу. Вот здесь. То есть там связки должны Это как держаться, кисть. да? Да, тоже должны Всё, держаться. отлично. Внутри футы ты их одеваешь. Да. Понял? Еще? Все. Или все? Это Всё. вся экипировка. Да, это вся. Короче, ты оделся, снаряжение на месте, все, и ты идешь в тренировку. Все, поняли. Ребята, мы идем дальше в зал и покажем, как Рома тренируется. Два раза один, 2 раза другим пошли. Ребята, шорты должны быть выше колен. Это первое. Ты уже едешь, вот скоро, да? Через неделю. Куда? В Таиланд? Таиланд, Бангкок. Все, вообще классно. Сейчас, до этого момента, сколько раз ты выступал здесь? И в каких соревнованиях? Кыргызстан Open в Газпроме. Тайский бокс. Там тайский был. Да. А по муай-таю какие достижения? И где ты выступал? Во Дворце спорта 2 раза. Республика. И первые места. Да. Сейчас вы едете по кикбоксингу или по тайскому? По тайскому боксу. Чемпионат тайский. мира по тайскому боксу. Насколько я знаю, все спортсмены тратят свою большую, как сказать, долю своего времени для спорта. Именно они занимаются спортом или соблюдают режим, да? И насколько редко вы встречаетесь с друзьями? А у меня почти друзья все спортсмены, поэтому мы всегда То в есть зале. вы друг друга понимаете? Да. Понятно. Учитесь вместе или как? Вместе? Одноклассники? Да. А с ними как ты проводишь время? Там, может, какие-то, как сказать, кружки, тусовки или гуляете? И, можем погулять, там, в футбол поиграть на улице. То есть, по ходу дела, ты еще и футболист со своими Во друзьями. дворе. Что ты посоветуешь для начинающих, чтобы обезопасить себя? Как надо правильно тренироваться? Что надо делать? Во-первых, надо слушать тренера, делать то, что он говорит. Во-вторых, надо покупать то, что тренер говорит, какую экипировку. То есть тренер тебе подскажет, Да. где большие травмы, и вы это делаете. Отлично. Самое хорошее в тренировках это спарринги, наверное. Там ты делаешь все, что хочешь. Избиваешь своего соперника, да? Да. По тебе замечаем то, что ты постоянно занимаешь первые места. А бывают же люди еще только начали заниматься, и им какой ты совет дашь? Когда вот мандраж же бывает, перед боем лучше отдыхать, да? Когда у меня мандраж, лучше просто отойти куда-нибудь, посидеть,
подышать или на улицу выйти. Подышать, Свежий воздух. Да, свежий воздух и все. Понятно. Ты занимаешься личным тренером или в группе? Я занимаюсь сейчас здесь в группе. Групповое занятие, то есть у вас предподготовка Да. к соревнованиям. Ну что, Ром, спасибо за разговор. И теперь давай тогда перейдем к тренировкам. Просто бегаем пока. Просто так. Все, встали! Пошли 50 раз на каждую ножку. Туда, хай-кик, ножку выше. А уровень голову накидываем. 50 раз на каждую ногу. Хоп, ну работаем. Ножки полностью. Все, встали, первый номер давайте вытягиваем, второй выходит с захвата. Если вышел, меняемся ролем. Вы знаете уже, отрабатываем. Мы отсняли весь процесс и показали максимально, как он тренируется. И хотим пожелать ему успехов и побед. И я хочу лично вручить ему вот такую вот перчатку. Ром, я знаю то, что вот через неделю у тебя соревнования, едет мир покорять. И вот я хочу, чтобы ты выиграл там, и вот тебе снаряжение. Успехов и еще вот. Это от нашего имени хочу вручить, вот, чтобы ты выиграл везде и носил этот флаг. Вот. И сзади, если что, мы есть. Можешь вот так поднимать. Мы всегда поддерживаем спорт и за развитие его. Вот.